года, когда 2 раза в год, когда мы все это строим, все это таскаем, глаза горят, супер. Вот, это лучше, чем такие ленивые, расслабленные тренировки, которые вроде тренировки, а на самом деле ничего не тренируем. Часто сжигаем просто так патроны. Поэтому, ребят, приветствуем друг друга, мы это сделали, по крайней мере, приехали. Да, теперь сразу делим, так сказать, на чистых и нечистых. Гости, ребят, поднимите руку, гости, кто приехал на тренировку. Сейчас большая просьба, значит, 3 шага вперед, все гости и визитеры, домочадцы и так далее. Значит, направо! И отходим туда дальше, ребят. Идите, подальше будете в отдельной кучкой. Подальше в хорошем смысле, ребят, в хорошем смысле. Ребят, все отходим на тренировку гости. Встаньте, ну так далеко не надо, мы так далеко вас не посылали, ребят. Просто встаньте там, да, вот отдельной кучкой, чтобы мы знали, сколько инструкторов и так далее. Ребят, все отошли. Гости и домочадцы, кто не будет принимать участие в матче, да? Ребят, теперь кто остался, чуть закруглитесь, чтобы было ясно. Итак, ребят, теперь мы понимаем, что теперь у нас участники матча, да? Так, подождите, значит, нет, у нас сегодня только 2 категории. Участники матча и гости. Ребят, там позиция совершенно зря, на самом деле. Это редкий случай, когда мы будем проверить свои навыки. Тогда вот будете работать с гостями. С гостями отлично. Итак, коллеги, значит, теперь сомкнули свои ряды, спортсмены сомкнули свои ряды. Вот наша славная судейская бригада. Значит, итак, начинаем, ребята, представление краткое. Значит, первое упражнение, пожалуйста, просьба выйти. Первое упражнение пулевое. Аня, член IPC, сертифицированный судья IPC, и Паша, член IPC и сочувствующий всему остальному. Итак, на первом упражнении на пулевом, поэтому когда сквот вам достанется эта пара, выйдите туда и там все узнаете. Следующее упражнение. Феррари, любители автомобилей. Приветствую, Марат и Наталья. Наталья крутая, опытнейшая, даже не знаю, как ее обозвать, судья, где только не стреляла и где только не судила. Среднее упражнение. Соответственно, Марат у нас и член IPC, и сертифицированный судья IPC, а Наталья вообще еще хуже. Она еще инструктор IPC сертифицированный, может принять вас в IPC, короче, все регалии у нее. Третье упражнение. Зигзаг. Володя Егоров и Паш Буданов. Ну, Володя у нас тоже имеет все регалии почти что, да, судья IPC, как минимум. Вот. И Паш, соответственно, тоже член IPC. Упражнение зигзаг. Роковое, крутое. Пожелания какие-то? Стреляйте безопасно. Ура! Так. 4-е упражнение. Ребят, 4-е упражнение. Граждане судьи, выходим. Андрей Нюшов. Тоже полный набор наград. Член IPC, сертифицированный судья IPC и сертифицированный инструктор IPC. Ну и представляйся. Андрей. Практик, член IPC, победитель даже недавно соревнований в Пущино. Тогда у нас победитель рейтинга всевозможных и про-шутер. Видите, скромная надпись «Про». Человек про-шутер. Ура, приветствую. И, значит, раз, два, три, четыре. 5-е упражнение. Ну, Геннадий и Степа. Степа точно кого-то победил в Пущино, да? Тоже не победил. Хорошо, он победил у нас в клубе в рейтинге. 3 раза подряд, целые 3 месяца он обстреливал всех, кого только можно в клубе. Так что это хороший уровень. Ну и Гена у нас все его знают. У нас, соответственно, постоянно здесь иногда, кажется, ночует. Приходишь с утра, еще темно, уже там фигуры Гена, что-то такое ставит там. Короче, он что-то такое сегодня поставил. Посмотрите. Приветствуем еще раз. Ребят, подумайте, значит, судьба у нас ужасные судьи. Мы хоть освобожденные, но все равно, ребят, за это, значит, мы сейчас будем стоять с утра и до самого вечера, пока Семенович, значит, с красным лицом не начнет бегать и говорит, все, мы закрываем, уже темно, а так может случиться. Поэтому мы сейчас начинаем сразу, интенсивно, безопасно и правильно стрелять, скводы построим, не теряйте время, ребят. Но если по чечаянии вдруг, сейчас мы посчитаемся много народу, вдруг кто-то не постреляет, что-то разберемся, как это сделать. Но стреляем, до 5, уже будет темно, до 5:30, иначе придется фонариком подсвечивать, да? Отлично. Это, значит, по судейскому составу. Да, еще, ребята, Red Star, там судьи тоже, пожалуйста, представьте свои судьи. Уважаемый Red Star, у нас дружественный клуб, у нас межклубник вообще-то, да? Вот, ну подойдите, вы, ребята, судьи, кто судит?
Оставить? Ну вот, мы засланного казачка туда послали. Вот представитель нашего судья на упражнение Харакстар. Ребят, кто не понял, здесь 5 упражнений, еще 2 хитрейших упражнения, построенных спортсменами Вот опытными. такие упражнения. Вот, но видите, зря не скажут. Короче, там будет хитро. И все туда дойдут. Итак, ребят, все, значит, ну, приветствуем. Итак, сейчас самое важное, как говорится, делимся на скводы. Во-первых, ребят, давайте не полемимся, посчитаем. Ну, записалось сначала бешеное количество. Сейчас смотрю, уже бешеного такого нет, но все равно. Значит, рассчитайте по порядку, кто стреляет. Быстрее. Ребят, пока там считаются, значит, сейчас мы досчитаемся до конца и старым дедовским способом мы разделимся на скводы. То есть мы разделимся по количеству упражнений. Кто хочет стоять там со своими домочадцами и еще с кем-то сместите, да, вот в кучку. Принято. А записалось 75. Вот так верь после этого людям. Итак, ребята, нас 54. Нет, а я судя не считал. Просто вот игроков записалось 72. Ничего. Итак, коллеги, это хорошо, значит точно не достреляли бы. Пришлось кого-то сам ограничить, начались бы вопли. А теперь постреляем нормально. Итак, 54 было, да? Да. Так, ребят, сейчас требуется, значит, кто хорошо в школе знал арифметику. 8 человек делают. Вот, ну все. Это при помощи, да, калькулятора. Ну хорошо, ребят, начнем по 8, а потом будет присоединять. Ребят, сейчас, значит, перед тем, как мы начнем считаться по 8 человек, кто хочет вот прям со своим кем-то стать, ну, поменяйтесь, сгруппируйтесь, чтобы потом не перебегать 10 раз. Ребят, сквот это святое. Как сейчас посчитаете? 8-й сквот. Так до конца вечера пройдете, ребят. Не надо бегать, перебегать, говорить, я застрелял первый, пойду. Судьи не будут пускать на упражнения без сквода. В каждом скводе лучше выбрать своего старосту, чтобы он представлял сквот, говорил, у нас столько человек, и уводил людей на упражнения. Почему, ребят? Здесь вы проводите между упражнениями, понятно. Но потом нужно собраться, взять все с собой и с оружием уйти в 25-метровый тир, организованно. А то будет один выходить из сквода, 2 из сквода, будет замедляться. Ребят, четко переходите с скводами на упражнения, особенно когда нужно уйти в тир 25 метров. Это в ваших интересах, иначе не успеем. Нам прям буквально бежать. После этого упражнения бежим в 25. Так, значит, я сказал, что сказал. Значит, брифинги вам прочтут на месте. Так далее, сейчас начнем делиться на скводы. Все готовы, да, ребят? Ну только встаньте в линию, сейчас будем считаться. Встаньте в одну линию, мы будем считаться. Просьба в один ряд, в линию, ребят. Даже с кем вы решили вместе стрелять, все в линию встаньте. Господи. Итак, начали давай. На 1-й, 8-й рассчитаюсь. 1, стоп! Значит, отошли. Первый сквот отошел. Итак, первый сквот, внимание, прямо сейчас сразу идите, ну, во-первых, пока не идите. Ребят, слушайте, стреляем переход сквотов по часовой стрелке. Значит, первый сквот пойдет на первое упражнение, потом второе, третье, четвертое, пятое, и потом пойдет на 7-й. И так будем все сдвигаться. Первый сквот, понятно, да? Вы идете на первое упражнение. Ребят, не болтайте, сейчас очень трудно будет организоваться. Сделайте замечание стрелку, пожалуйста. Первый сквот. Не дисциплинированно себя ведете. Это матч, и все действует, все эти задержки. Вы идете на первое упражнение, понятно. Дальше считаемся. Ну, можете кого попросить перейти, ребят, ну бросьте вы, прям выдергивайте и все. Итак, ребят, чуть оттянулся, второй сквот оттянулся. Вы идете на второе упражнение, понятно, да? Кстати, ребят, первое упражнение пулевое, не забудьте, надо иметь пули и прочее. Насчет патронов еще поговорим, сейчас дадим сигнал. Дальше рассчитываемся. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Все, отодвиньтесь чуть в стороночку, ребят, у вас 3-е упражнение, зигзаг. Подойдем сейчас на брифинге. Дальше считаемся. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Стоп! Оттянули стороночку, ребят. Вы идете на 4-е упражнение. Запомнили? Упражнение номер 4. Дальше считаемся, ребят. Стоп, ребят, 8 человек. Подтягивайтесь сюда, у вас будет вот здесь
последнее упражнение вот этого тела, да? Понятно, вы здесь крайне. Теперь кто остался? У нас осталось 2 ростаровских упражнения. Рассчитайтесь, ребят, по сквотам. Выбрали один сквот, ребят. Это важно, ребят. Ростар. И наши, кто попал. Важно, чтобы вы сейчас точно знали, где ваш сквот, а то там придете и начнете перебегать. Надо по упражнениям четко по сквотам работать. Борис, скажите, какой наш номер сквота и все. Состав мы уже посчитали. Нет, соответственно, у вас будет шестое упражнение, 6-й сквот. Запомнили? Все остальные, кто есть, у вас 7-й сквот. Руку поднимите, 7-й сквот еще остался кто-то? Нет, дайте ли там 7-й 7-й сквот, ребят. Кто оставшийся, не посчитавшийся, 7-й сквот. Запомнили ваши... Нет, не получается. Борис, только 6-й. Смены дисциплинированные. Нам нужно было разбить. Есть, да? Ну 6, хотя бы сколько-то. Все. Ребят, внимание! 6-й и 7-й сквоты. Сейчас вы берете оружие, берете все с собой и уходите в тир 25 метров по сигналу. Единственное, ребят, внимание! Внимание, не уходить, пожалуйста, ребят, послушайте все. Внимание, не уходить. Правила безопасности. У нас работает зона безопасности, там хранится разряженное оружие. Вскидывается, что такое холостицы, коллиматоры смотрите. У нас есть пирамиды, в которые можно ставить несколько стволов. Тоже будем разрешать ставить вот в эти пирамиды у стены, как аккуратно, а то падает иногда оружие. Упадет оружие, будут проблемы. Если не DQ, ну то проблемы. И также, ребят, по спортивному, особенно кто работает на Ростару или прочее, ребят, можно в чехлах носить оружие, но нам это непривычно в тактике, когда большой тир, с упражнений на упражнение. Входите на упражнение с разряженным оружием, заранее вы разряжаете здесь, открываете чехол по команде судьи, собираете там, соответственно, стреляете, отстрелялись, положили опять в чехол, закрыли и пошли на другое упражнение. Понятно, кто захочет так. Но нам привычно здесь и в руках, понятно, да? Вопросы есть, ребят, еще по матчу? Давайте. Разумеется, ребят, что будет по территории идти со столами, обязательно паркуемся и уходим. Но потом вернется сюда, потому что, видите, все должны отстрелять 7 упражнений. Поэтому, кто сейчас уйдет в 25 метров, потом вернется сюда. Если вопросов нет, ребят, в студии есть помощники, подходите, кто в жилетках, спрашивайте и так далее. Сейчас плотно и быстро начинаем по секторам работать. Ребят, кому патроны? Руку поднимите, к Марату подойдите. Кому патроны? Подходите. У кого нет патронов, решайте проблему. Или с ребятами. В цире есть в оружейке патроны пулевые. 40 рублей. Хороший какой-то супер патрон, но дорогой. Понятно, да? Все, ребята. Внимание! Судьи! Внимание, сквоты разошлись по упражнениям.